Мой творческий путь начинался с детства. Я еще в детстве очень много рисовала, там каких-то персонажей придумывала, что-то такое у меня было. Я раньше мечтала вообще стать аниматором, думала, мультики буду делать, что-то вот такое. Вот, потом уже ближе к 11-10 классам я что-то передумала, решила, что мне лучше уйти в теорию, потому что мне показалось, что мне не хватает усидчивости, и такой, ну вот я, мне кажется, не очень предрасположена к кропотливой работе какой-то, поэтому я решила уйти в теорию. В итоге поступила на историка искусства, я искусствовед, вот. Поэтому я как бы со стороны смотрю на искусство, вот, и больше его оцениваю, чем сама создаю, наверное, так. Вот, но при этом я все равно понимала, что и периодически меня тянет к тому, чтобы что-то создать, что-то нарисовать. Поэтому я на протяжении всей своей жизни какими-то такими отрывочными периодами рисовала, вот, забрасывала, потом снова начинала. Вот, и не так давно я решила, что все-таки надо отдельную страничку создать, но тоже не очень активно ее веду, можно было поактивнее, но стараюсь, может быть, дальше будет больше, посмотрим, как тоже с мотивацией. Я сейчас по специальности не работаю, прохожу стажировку в Mobile, вот, там как бы как копирайтер тоже очень, ну, такое близко к творчеству, но все равно не совсем то. Вот, не знаю, что будет в будущем, пока смотрю, ищу, вот. Решила вернуться в Абхазию, здесь что-то искать, здесь что-то строить, потому что меня все равно домой тянуло во время учебы, я понимала, что не хочу оставаться там, вот, и вернулась сюда, и теперь думаю, что как дальше. Чаще всего, когда говорят об искусствоведах, перед глазами взрослая тетка с серьезным лицом или взрослый дяденька, но перед нами молодая, красивая девушка. Наверняка были какие-то предпосылки, не просто так была выбрана эта профессия. И было ли такое полное понимание того, что это на самом деле, когда ты выбирала этот путь? Ну, просто у меня так было, что я очень долго вообще думала, с чем связать жизнь. Вот бывает такое, что родители подсказывают, помогают как-то, или там ты идешь туда. У меня такого не было, родители такие, сама выбирай, сама разбирайся с этим, что хочешь, типа делай, ну как-то так, вот. И получается, что я как-то натыкалась еще в 10 классах, там что-то вот про искусство, гуманитарные науки, и меня вот как-то, я задумалась о том, что это интересно, учитывая, что я уже передумывала именно становиться художником в профессиональном смысле, поэтому я вот решила, что это что-то такое, какое-то ответвление, которое в любом случае, ну, поможет мне как минимум расширить свой кругозор, и если даже я по профессии не буду работать, я во многих сферах понемногу да что-то знаю. У нас помимо там как бы истории искусства были там какие-то социология, философия, вот такие какие-то предметы, которые тоже, в принципе, очень интересны, и потихоньку я вот так вот расширяла свой кругозор и могла как бы найти какие-то более узкие вещи, которые меня заинтересуют. И в итоге твоя основная профессия тебе в жизни помогает? Ну, на самом деле, да, где-то, может, даже мешает. Ну, это все по-разному. Так, вот тут поподробнее. В чем мешает, где помогает? Ну, помогает в том, что я, ну, чувствую себя довольно комфортно почти в любом окружении, то есть у меня нет такого, что я там боюсь что-то ляпнуть, как будто я могу из любой ситуации все-таки вылезти, вот, но я могу раздражать, может, тем, что я там поумничаю или что-то там кого-то подправлю в этом плане, наверное, это немного мешает, потому что я еще из-за того, что там какие-то исследовательские работы писали более научным языком, я иногда, вот мне, допустим, сейчас на работе тоже немного мешает, то, что я слишком сложно там тексты составляю, к примеру, от этого надо немного избавляться, вот, это мешает немного. А так, в целом, конечно, больше плюсов. Ну, Моне от Моне отличить и работы проанализировать спокойно, запросто. Это как прийти кофе попить, да? Так, какие беседы, разговоры ведутся в кругу искусствоведов? Вот, например, на курсе, друзья, о чем вы чаще всего говорите? На самом деле, вот так вспоминая, я думаю, что больше все-таки остро-социальные какие-то темы поднимались, и даже если искусство, то больше современное искусство и то, как оно влияет на общество, какие-то больше моменты, связанные с человеком и вот с о культурном коде, в котором мы живем, больше вот об этом мы разговариваем, чем конкретно об искусстве, о какой-то картине. Это как-то больше, может, что-то узкое, но не как обширная какая-то тема там спора, к примеру, дискуссии. Больше было что-то такое общее. И да,
какие-то важные темы затрагивали. Да, Ок, просто. как ты относишься к современному искусству? Раз уж мы заговорили о современном искусстве, такое неоднозначное отношение к нему в обществе, особенно старшее поколение образованных, интеллигентных людей, тех же искусствоведов, которые там разбираются в такой классической, как скажем, в классическом искусстве, они по сей день не до конца принимают это все. Более того, есть кто вообще не принимает. А как современные искусствоведы, молодые искусствоведы относятся к современному искусству? Я думаю, дело даже не в возрасте, просто самое главное, во-первых, не путать все-таки личное мнение и какое-то профессиональное более. Мне, допустим, тоже может конкретное что-то не понравиться или понравиться, допустим. Но с точки зрения, вот, допустим, искусствоведа, надо понимать, что мир меняется, искусство меняется, и мы не можем остаться вот на том же академизме. Весь 20 век это были изменения с самого начала его, и то, что сейчас происходит, это, в принципе, вот, ну, как бы результат. И на самом деле современное искусство чем хорошо, ну, для меня, мне кажется, очень хорошим, тем, что наоборот больше людей, ну, во всяком случае, мне так кажется, что так должно быть, могут вложить свой какой-то смысл в искусство. То есть, где раньше был просто портрет, в реализме ты просто смотришь и думаешь красиво, а здесь ты можешь о чем угодно подумать в момент того, как ты смотришь на какую-то инсталляцию, допустим, свой смысл вложить. И всегда вот художник, артист современный, чаще всего, он все равно не дает вот точную точку зрения о том, для чего он это сделал, что это такое и что мы должны ощущать. Больше пищи для размышления. Да, это всегда вот все равно личное что-то, и мы можем как бы больше... То есть каждый из нас воспринимает ту или иную работу через призму своего фильтра своего восприятия, да. Во время учебы в Москве, конечно, и по учебе приходилось очень много выставок посещать, скорее всего. Как говорится, насмотренность есть, и поэтому есть с чем сравнить. Естественно, по возвращении домой ты, наверняка тоже интересуешься тем, что здесь происходит, посещаешь выставки. Как часто это происходит и как ты можешь вообще оценить, куда мы двигаемся, как мы развиваемся и чего нам не хватает, на твой взгляд? Да, стараюсь посещать, но я сильно не сравниваю на самом деле, потому что в Москве тоже, допустим, я жила еще в такой период, первые годы, когда все было открыто, до войны, до специальной военной операции, вот, поэтому приезжали какие-то и зарубежные, и художники, и фотографы, то есть было очень много интересного, и, особо я все равно, искусство не делила именно там русское искусство, там еще какое-то, также и с нашим. Наверное, у меня есть такое мнение, что как будто бы именно способов, средств выражения не так много, то есть они все равно остались, хоть и разные, но остались все равно, типа живопись в основном и скульптура. Вот. Каких-то так инсталляций на самом деле очень мало. Вот недавно вот была «Хрупкость», вообще как бы и Дианы Хинба. Вот это было интересно именно в первую очередь для меня, именно из-за того, что там были инсталляции.
как будто больше пищи для размышления всегда дает, чем классическое что-то. Даже если это какие-то новые жанры, но это живопись, допустим, все равно не так актуально бывает иногда. Не все можно передать через двухмерное пространство, так скажем, если можно говорить. Вот. Классика, она же тоже бывает разная. Тут много всего. Это может быть сделано как качественно, так и не очень. Естественно, всем нам всегда не помешает учеба, новые знания и опыт. Поэтому вот из того, что ты видишь, естественно, есть очень опытные художники, есть молодое поколение художников. Вот как ты в целом оцениваешь? Ну, на самом деле иногда даже не обязательно должно быть прям все идеально. Иногда бывает вот какой-то жанр, какой-то сюжет может все равно погрешность в анатомии, допустим, какую-то вводить, потому что это не самое главное все равно. Что-то другое, какая-то другая эмоция выражается в конкретной работе. Поэтому иногда бывает, что если это просто, допустим, классический портрет какой-то, тогда да, я обращаю внимание на то, насколько это там, допустим, выглядит правдоподобно. Верю ли я или нет, вот. А когда это что-то больше про эмоцию, на самом деле больше интересно там, как игра цвета, допустим, или то, каким образом художник решил выразить какую-то свою мысль, какое-то свое чувство. Вот. На самом деле, мне кажется, что у нас с этим неплохо. Именно с какой-то такой контрастностью с эмоциями у нас довольно хорошо дела обстоят, на мой взгляд. Полученное образование, полученные знания, навыки дополнительные, которые там приходилось получать уже вне университета или просто там был интерес и дальше ты развивалась в этой сфере. Насколько ты всем этим пользуешься? Одно дело получить образование, получить навыки, другое дело суметь воспользоваться всеми этими навыками. Опять-таки это к слову о том, что если там себя не преподнести, не пропиарить, то, возможно, никто и не заметит. А вот насколько тебе удается воспользоваться всем этим? Ну, на самом деле, не очень. Если честно говорить, у меня вообще проблемы с тем, что даже у меня бывает такое, вот, сейчас я там освою какой-то навык новый, что-то чему-то новому научусь, и вот потом там заставлю себя больше как-то вот в интернете, да, там выкладывать больше своих работ, больше в принципе их создавать. Но на самом деле я поняла все равно на протяжении там вот этих лет, что у меня больше это как импульс, и я сама не могу искусственно заставить себя больше работать. К сожалению, у меня такой тип личности, видимо, или я просто очень ленивая, что я не могу там все, ты месяц, там каждый день там рисуешь или что-то в этом роде. Я вот бывает у меня иногда просто настроение, я сажусь и не думаю, там что-то делаю, какая-то идея щелкает в моей голове, да, или бывает даже там я могу долго думать о чем-то, и все-таки наконец сесть за это, ну, то есть всегда по-разному, это всегда какая-то идея в голове, которая... Может быть, тебе не хватает конкурентной среды, в которой ты должна оказаться, где Ну, ты должна быть, да. себя проявить. Я далека от этого на самом деле очень, да. Ну, в плане, что я себя не позиционирую как художник в принципе, это просто как пока что больше как хобби, поэтому я особо и не сравниваю себя с теми, кто там, допустим, выставляется и там проводит какие-то свои персональные выставки или там общие выставки. То есть я в этой среде, от этой среды далека пока что, поэтому, да, я стараюсь вообще не сравнивать себя с другими, и мне даже вот, ну, у меня есть, конечно, некоторая насмотренность, но чтобы я там, допустим, за каким-то конкретным артистом следила, за каким-то конкретным художником, у меня такого нет. Вот. Я как-то больше просто в себе, в своем кругу. Я там даже референсы чаще всего для моих работ это я сама. Очень часто я могу там, допустим, какую-то позу придумать, посмотреть, как это выглядит, и потом просто ее изобразить, потому что я понимаю, что там в интернете или где-то я не найду то, что мне нужно. Вот. Мне приходится вот себя использовать для этих целей. А как же друзья, знакомые, родные, близкие? Такое тоже бывает, но чаще это просто какая-то моя инициатива, они как-то не особо погружены в это тоже. Ну, тут видно, что вообще больше как будто по портретам,
Допустим, вот некоторые, вот, к примеру, возьмем вот этих, это все из головы. Я просто там, допустим, сижу, и что-то, какой-то образ приходит. Это я вообще в больнице лежала, в палате, мне было очень скучно, я решила там, типа, лица изобразить. Вот. Не знаю, а на самом деле все они очень разные. Это, Да, допустим, в моем видении так выглядит граф Дракула. Я читала книгу и такая, вот так он выглядел в начале, когда его описывали. Такая читает книги Да. или Я так иллюстрации запоминаю, как автоматически. там, да, какие-то моменты. Плюс, конечно, там обращаюсь к источникам, допустим, это же как какая-то личность историческая, Да. которая существовала, как он выглядел, допустим, да, когда он был молодым, там, на портретах, и как-то это все суммирую в то, что То есть это еще и да. превращается в анализ Ну, автоматически. конечно, да. Тут еще и есть национальная тема, как я вижу. Ну, да, у меня бывает и такое, в принципе, мне нравится, на самом деле, просто... у меня также были вот национальные уборы, там изображала это, вот я читала какую-то книгу, там была общая фотография абхазов, и я вот эти лица как-то решила Можно еще запечатлеть раз? тоже. Крупнее. Очень фактурное лицо. То есть это тоже из головы. Нет, ну это не По совсем с головы, там такая нечеткая фотография, наверное, конец 19 века. Ага, что-то за основу да, взято? конечно. Чаще всего все равно, даже если я там рисую по какую-то природу или что-то, я все равно свои какие-то фотографии чаще всего использую. То, что я, допустим, сфотографировала на телефон, запомнила, мне показалось, что вот это там. Это видоизмененное чаще всего, но все равно референс какой-то у меня в голове всегда есть. Иногда просто из головы бывает, но это чаще портреты именно. Пейзажи я все равно больше вот, что-то вот связываю с каким-то конкретным местом, с какой-то локацией. Это, не знаю, часто тоже, я люблю деревья, допустим, Да. рисовать. Все начиналось вот с этой работы, Ага. которую я увидела в Люди любят Инстаграме. портреты, по-моему, особенно если знают людей. Да. Портреты. Тут два брата и сестричка, хашиговцы. Я когда с ними познакомилась, я им сразу сказала еще вот Айнару и Инаре, типа, я вас нарисую обязательно. Потом мы все подружились, я решила, ладно, всех нарисую троих. Я Вот. по блату. Да. Как-то, не знаю, у меня бывает такое, что просто человек вот своей фактурой какой-то там, допустим, мне понравился. Чем отличаются абхазские художники? Вот именно про работу, если говорить. Вот какая есть особенность? Можно ли что-то там определенное назвать? Ну, все равно они все между собой перекликаются, похожи друг на друга. Может, из-за того, что Среда нас мало, одинаковая. да, и плюс среда, да, как будто все равно все перекликается между собой. Вот, и мы типа вот сейчас ходим, допустим, это работы разных художников, но оно все между собой довольно гармонично смотрится, потому что, в принципе, даже если это, допустим, далеко от какого-то реализма, от какой-то классической живописи, даже вот эти особенности немножко между собой похожи у разных художников. Потому что, может быть, они друг на друга смотрят, может быть, просто именно как-то вот так сложилось, что у нас по какому-то определенному течению идет. Все страны по-своему развиваются, у всех период вот этот вот изменения, допустим, актуальности какого-то жанра, он может не совпадать там, даже с соседними странами. Поэтому мы свой путь проходим, и я поэтому стараюсь не сравнивать, потому что точно так же, допустим, другие страны между собой сложно сравнить. Это не только искусство касается, это, в принципе, исторического пути какого-то. Допустим, вот многие там оценивают какой-то вот этот первый мир, оценивают по себе, допустим, но с точки зрения там какой-то цивилизации, если так грубо говорить, каждая есть, ну вот есть точки вот эти вот исторические, и каждый народ, каждая страна должна их пройти и прийти к какому-то своему развитию, поэтому вот сравнивать особо стараюсь. На каком этапе мы сейчас, на твой взгляд? Ну, на этапе, наверное, того, что у нас потихоньку появляются какие-то вот о том, что я говорила, новые возможности выразить себя в искусстве, какие-то новые способы. И это интересно. И вот мы прям развиваемся, и поэтому наблюдать будет, думаю, эти ближайшие годы есть. Ну, будет зачем наблюдать.
О чем эта история? Я точно помню, что это вот какая-то пара пожилая, которая делает разные какие-то концептуальные фотографии какие-то себе. И, ну, как бы это по факту просто вот фотография какая-то одна из понравилась мне, я решила ее запечатлеть. Ну, опять, наверное, про то, что они одни в этом мире как бы друг для друга, они друг друга в безопасную какую-то зону погружают. Вот. Это тоже какие-то старые портреты, которые я сделала это из головы, это по фотографии, то есть по-разному бывало. Писать картины на бумаге, на холсте – это одно. А создавать вот так вот работы на планшете – это совершенно другое. Тут тоже нужны другие навыки абсолютно. Ну, к этому еще надо привыкнуть, надо набить руку. Особенно, ты привыкаешь очень быстро, а потом зато на бумаге, когда начинаешь после этого чуть-чуть как будто непривычно, но по факту свои плюсы и минусы есть и там, и там. Иногда здесь бывает, что тяжелее что-то подобрать, какой-то цвет или что-то, что ты можешь сделать красками, хотя это тоже просто больше времени, допустим, занимает. Но зато здесь ты можешь просто взять и чистый лист снова там, ну, то есть с бумагой ты так не сделаешь, ты там немножко где-то подчистишь, но полностью там что-то изменить очень сложно, это сложнее намного. Здесь вот это менее энергозатратно получается, и что немаловажно, дешевле выходит, в принципе, творчество, потому что тут ты можешь экспериментировать и не выкидывать ничего. Не сильно активно, но все-таки в соцсетях встречаются работы твои. Ну, то есть ты продвигаешь не сильно активно, но все-таки периодически бывают работы. Интересуются ли люди? Вот обратная связь какая есть? Спрашивают ли, там, принимаешь заказы, продаешь ли свои работы, еще что-то? Ну, есть на самом интерес? деле очень редко. Вот именно вот такое, что про заказы, просто обычно, да, типа, бывает, люди мне там могут написать, типа, ой, я тоже хочу, чтобы ты там меня нарисовала, или что-то в этом роде. Я такая, да, я тоже хочу, чтобы меня кто-нибудь нарисовал. Когда так отвечаю, просто как бы все. Вот, а так, чтобы прям заказы такое, как бы, особо пока нет, не знаю. Просто, может быть, мое творчество тоже не супер такое, как бы, и ничего такого супер экстравагантного, и не совсем такое классическое, там, как портрет, допустим, просто. Хотя, в принципе, не знаю, может быть, если я сама начну это преподносить как то, что я могу делать для кого-то, а не только как свое творчество, может быть, и что-то изменится. Многое в нашей жизни зависит от позиционирования себя. В этом плане вот как себя преподнесешь, так дела и пойдут дальше. Кстати, по поводу планов. Все же не просто так. Сейчас, я, насколько понимаю, ты с определенными знаниями, с определенным опытом стоишь на перепутье, думаешь, куда, что, чем дальше буду заниматься, то есть стопроцентного понимания пока еще. Банальная фраза «ищу себя», ищу свое место в жизни, что-то вот в этом роде, на самом деле, да. Просто я тоже несколько лет своей жизни потеряла там, из-за болезни, так, вот, и поэтому сейчас я как будто заново все начинаю, вот, поэтому мне немножко тоже сложно, но на самом деле я в Сухуми тоже не очень давно, типа около полугода, вот так, чтобы именно проживать здесь, а так я вообще из Пицунды, вот, поэтому для меня это как бы новый город, новые люди, я здесь как бы вот знакомлюсь со всем и вот ищу себя параллельно и смотрю вообще, в какую степь можно податься, как, что совмещать, и вот, поэтому пока вот так я, да, на перепутье, как вы сказали. А какие планы? Вот каким ты видишь будущее свое? Давай так. Да, возможно, банально, но все равно мы идем к чему-то, и мы стремимся к какому-то определенному будущему своему. Мне интересно, каким ты видишь это будущее свое? Знаете, бывают вот люди, которые прям там себе планы какие-то строят, такие, я там к 30 годам должна успеть это, у меня такого нет. И все очень скучно, банально на самом деле, но, конечно, хотелось бы в творчестве больше развиваться, может быть, дойти до какого-то другого уровня, больше там, не знаю, свой стиль, во-первых, найти, как вы видите, он типа, ну, как будто очень сильно все различается между собой, все эти работы, они как бы не в одной стилистике, и, наверное, сейчас именно моя главная задача. Есть особенность твоя. Ну, может быть, но как будто хочется все равно какой-то свой художественный язык найти, то
где я буду себя комфортно ощущать, где я смогу именно уже более узко свои навыки улучшать и развивать. Вот. Как-то так, наверное. Если говорить, опять-таки, об абхазских художниках, чьи работы, чей стиль тебе ближе всего? Можешь назвать одного-двоих? Не знаю, я не могу сказать, что ближе, просто мне в голову пришел сейчас вот Ампар, допустим. Мне просто его путь сам по себе к тому, что он стал художником, интересен, потому что, допустим, как мы знаем, раньше он людей крестил, например, меня тоже, вот. А теперь он художник, и еще вот мне нравилась тема вот в его живописи. Мы часто видим вот этот вопрос телесности, и это всех, ну, многих, так скажем, будоражит. Есть какие-то споры на этот счет, но мне кажется, это неотъемлемая часть искусства, и без этого не получается многие какие-то вещи показать, выразить и проанализировать. Вот. И к этому именно с точки зрения живописи, с точки зрения скульптуры надо относиться иначе. Это все равно другая сторона какая-то искусства. Не должно оцениваться с точки зрения, как мы бы оценили, если бы это было просто в реальной жизни, допустим. Вот. Поэтому вот интересно то, как вот он именно сосуществует с нормами какими-то морали, вот, и поэтому, так скажем, наблюдаю просто за ним. Не могу сказать, что вот он любимейший, но мне интересно именно. Искусство — это, если можно одним словом или одной фразой, и что для тебя лично? Мне нравится фраза, я где-то ее увидела, помню, то ли на футболке у какого-то артиста, было написано «Art is true». Вот. Не знаю, насколько это правда, но мне нравится это очень. Не знаю, что-то в этом есть, в этой фразе. Как будто бы вот, это все субъективно, но искусство — это правда для многих. Та самая правда, которая вот спасает иногда даже. Вот.